Уйгуры, проживающие за рубежом, продолжают поиски своих пропавших родственников. Фатима Хасан, проживающая в Турции, дала показания о своей сестре, матери двух детей, 27-летней Ханзухре Юсуф из города Артуш. По словам женщины, связь с сестрой прервалась в 2017 году. С тех пор она не знает, жива ли ее сестра, если да, то где она и каково ее состояние. Фатима Хасан сообщила, что узнала об аресте своей сестры, которую несколько раз допрашивали китайские полицейские. Она потребовала немедленно освободить ее, а также миллионы ни в чем не повинных людей, содержащихся в концентрационных лагерях, и заявила, что безмолвие мирового сообщества способствует еще большему беззаконию китайских властей в Восточном Туркестане. В последнее время во всем мире растет недовольство действиями известных брендов, сотрудничающих с китайскими предприятиями, которые эксплуатируют уйгуров. 21 июля New York Times опубликовала статью под заголовком «Носите ли вы маску?», в которой подробно освещается программа китайского правительства по трудовой эксплуатации уйгуров. Комментируя статью, сенатор Марко Рубио заявил, что во время кризиса, вызванного китайским вирусом, Пекин нанес ущерб американской цепочке поставок, прибегнув к принудительному труду. Издание указало, что большинство масок, импортируемых из Китая, были произведены уйгурами, и подчеркнуло, что сотрудничество с Китаем в этом вопросе является преступлением против человечества. Член Конгресса США Джефф Маркли и другие сенаторы предложили разработать закон, который поможет предотвратить трудовую эксплуатацию уйгуров, и назвали принудительный труд рабовладельческим строем. Чиновники призвали американские компании, производящие товары за границей, сторониться подобной практики. Стало известно о задержании гражданина Китая Тана Хуана, в отношении которого был выдан ордер на арест. Тан Хуан скрывался в Генеральном консульстве Китая в Сан-Франциско. Согласно информации американских СМИ с ссылкой на одного из сотрудников Министерства юстиции США, Тан Хуан был задержан и допрошен службой ФБР. Сотрудники агентства выяснили, что Хуан соврал, чтобы получить студенческую визу. Решение о его аресте было принято в конце июня. В ходе подачи заявления на студенческую визу задержанный утаил, что ранее проходил военную службу. Решение об аресте Тана Хуана было озвучено 26 июня. После решения о закрытии Генерального консульства Китая в Хьюстоне, Пекин сообщил о закрытии консульства США в Чэнду. Напряжение между Вашингтоном и Пекином возросло после того, как правительство США попросило Министерство иностранных дел Китая закрыть свое представительство в Хьюстоне. С заявлением относительно данного решения выступил госсекретарь США Майк Помпео. Помпео отметил, что Китай использует консульство в качестве разведывательного центра, и сообщил, что решение о закрытии было принято из-за кражи интеллектуальной собственности. Китайское правительство незамедлительно приняло ответные меры. Коммунистическая партия Китая сообщила о решении закрыть консульство США на юге Китая. В соборе Святой Софии, который ранее являлся мечетью, а затем функционировал в качестве музея, впервые за 86 лет была совершена пятничная молитва. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что совместными усилиями Айя Софии вернули статус мечети. Перед началом молитвы с 4 минаретов Айя Софии прозвучал азан. Пятничную проповедь провел глава Духовного управления мусульман Турции Али Эрбаш. Восходя на минбар для декламации проповеди, Эрбаш держал в руках саблю. Открытие Айя Софии для поклонения – это оживление для мусульман и всех мечетей, включая мечеть Аль-Акса, заявил Али Эрбаш. Подчеркнув, что Айя София является достоянием всего человечества, Эрдоган заявил, что собор могут посетить все желающие, вне зависимости от религии и взглядов. По словам президента Турции, в пятничной молитве приняло участие свыше 350 тысяч человек.